Когда речь заходит о красоте и роскоши ближневосточных стран, все, как правило, вспоминают богатейшие Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Но опытный турист никогда не бросает свой взор только на то, что у всех на слуху. Он старается совершать новые открытия. И сегодня мы отправимся за ними в одну из самых колоритных стран Персидского залива – в Оман. Султанат Оман – это абсолютная монархия. В период нового расцвета приходится на правление султана Кабуса, который здесь пользуется всеобщим авторитетом и уважением. Оман находится в восточной части Аравийского полуострова, на восточной окраине пустыни Руб-эль-Хали. Большая часть страны расположена в очень засушливой тропической зоне, что объясняет невероятно жаркое лето и теплую зиму. Но некоторые регионы Омана, в основном выходящие к Аравийскому морю, могут похвастаться зелеными национальными парками, водопадами и даже фьордами. И все-таки чем же так сильно отличается эта арабская страна от своих соседей? Во-первых, конечно же, своей природой. Во-вторых, в Омане сохранилась аутентичная арабская самобытность. Это одна из немногих стран богатого нефтяного региона, которая не сломалась под гнетом современной цивилизации, но при этом достигла высочайшего уровня жизни и абсолютной безопасности. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с красотами и бытом столицы Омана – Маскатом. Это прогрессивный и толерантный город, что обусловлено его национальным составом. Здесь в мире и согласии живут и арабы, и индусы, и представители других национальностей. Весной Маскат особенно красив, поскольку весь город буквально утопает в зелени и цветах. В буквальном смысле это невероятный оазис, созданный руками человека. Помимо этого, в столице много культурных и исторических достопримечательностей, разбросанных по всем районам города. Маскат делится на 4 больших района – Маскат, Матрах, Руви и Эль-Курум, каждый из которых славится своими рынками, мечетями и дворцами. Салям алейкум, дуслар! Добро пожаловать в султанат Оман! И начнем просмотр этой замечательной страны с одной из ее визитных карточек – большой мечети Гранд Моск. Эта по-настоящему великая мечеть была возведена каких-то 20 лет назад и стала самой большой мечетью страны. Общая площадь комплекса – более 46 тысяч квадратных метров. Сооружение поражает своим размахом и красотой. Стоит отметить, что вход в большую мечеть султана Кабуса туристам разрешен ежедневно только по утрам, кроме четверга и пятницы. Это единственная мечеть в стране, доступная для посещения немусульманам. Как мы уже говорили ранее, здесь очень толерантно относятся к культурным различиям между арабами и иностранцами. Любому желающему посетить мечеть на входе предлагается арендовать соответствующую данному священному месту одежду. Первое, что здесь встречает туриста, это роскошный ухоженный сад с цветами и изящными деревьями. Далее по дороге к самой мечети можно полюбоваться невероятно красивой и наиболее полной коллекцией настенных орнаментов всех мусульманских культур мира. Сама мечеть поражает своими масштабами. Она может вмещать одновременно около 20 тысяч верующих. Высота главного минарета 90 метров, а 4 побочных 45,5 метров. Во внутреннем интерьере мечети особо выделяется огромный ковер для молитв, выполненный в лучших традициях Табриза, Кашана и Исфахана. Он весит 21 тонну и имеет площадь более 4000 квадратных метров. Это самый большой ковер ручной работы в мире, который 600 мастериц ткали вручную 4 года. Также производит невероятное впечатление и центральная люстра мечети. Надо сказать, что при всей роскоши и размахе комплекса здесь царят тишина, покой, умиротворение и взаимное уважение. Безусловно, это обязательное место для посещения. Насладившись красотами мечети, мы отправляемся в район Маскат, посмотреть на изящность дворца Аль-Алам, который является одной из резиденций султана. Сейчас мы находимся у дворца его высочества султана. Аль-Алам в переводе с арабского языка означает «флаг». Дворец был построен более 200 лет назад султаном Ибн Ахмедом, прямым наследником которого является правящий ныне султан Кабус.
Современный вид дворца был восстановлен в качестве королевской резиденции в 1972 году. И хотя глава государства не проживает в нем, этот дворец используется для приема почетных гостей и поэтому закрыт для посещения. Дворец Аль-Алам – это изящное сооружение с элементами индийской архитектуры. Перед фасадом дворца разбит небольшой, но очень изысканный парк, который спускается прямо к морю. С двух сторон к дворцу примыкают две старинные и хорошо укрепленные крепости – Аль-Джалали и Аль-Мирани, возведенные в XVI веке португальцами. Туристы могут осматривать красивый желто-голубой дворец только с прилегающей площади. Посетители допускаются до кованых железных ворот с гербами султана. Крепости Джалали и Мирани находятся неподалеку друг от друга. Совсем рядом с ними располагается городской порт, окруженный горами и Аравийским морем. Это одно из самых удачных мест для красивой фотографии. В Маскате множество фортов, которые на протяжении всей истории Омана служили оборонительными сооружениями. Кроме того, утром и вечером из крепостей палят из пушек в честь начала и окончания каждого нового дня. Как мы уже говорили, у Омана богатая история. В свое время страна находилась под управлением португальцев, что наложило серьезный отпечаток на архитектуру и традиции страны. Крепости Джалали и Мирани были возведены как раз во время правления португальцев и в наши дни числятся за армией Маската. Попасть внутрь знаменитых крепостей не так просто, однако полюбоваться ими снаружи может любой желающий. Крепость Мирани также оснащена электрическим подъемником, который считается уникальным произведением архитектуры. Однако большинство путешественников все-таки предпочитают подниматься по крутой винтовой лестнице. Наша следующая остановка – район Матрах, а именно его знаменитый рынок. Погода изумительная, тепло, но не жарко. И мы решили дойти до рынка от крепости пешком. По дороге мы встретили множество маленьких поселений, в каждом из которых своя небольшая мечеть. Они здесь буквально повсюду. Удивляет то, насколько бережно страна сохранила свои изящные произведения религиозного и архитектурного наследия. Этим и удивителен Оман. В то время, когда в соседних богатых государствах на голом месте росли железобетонные гиганты и высокотехнологичные города, здесь бережно хранили и аккуратно восстанавливали старинные мечети, дворцы и простые дома горожан. Оман ценен тем, что традиционный арабский дух здесь встречается везде, при том, что с технологической точки зрения страна не особо уступает тем же Объединенным Арабским Эмиратам или Саудовской Аравии. Оманцы нашли способ удивительно просто и гармонично совместить традицию и технологии. Вот мы и добрались до набережной района Матрах. Здесь находится один из самых больших арабских рынков Аравийского полуострова – Сук Эль-Далам. На рынке можно приобрести самые разнообразные сувениры. Изделия из серебра, в том числе и кинжалы ручной работы, специи, ювелирные украшения, ковры, национальную одежду, розовую воду, ладан, эфирные масла и многое другое. Как и принято на любом арабском рынке, здесь страсть как любят торговаться. Ведь прогресс прогрессом, а традиции никто не отменял. Широкая набережная, что простирается вдоль рынка, также полна множеством сувенирных лавок и кафе. Кроме того, в Матрахе есть множество прекрасных мест для отдыха. Обширный пляж, а также прибрежный парк Риям. Вся набережная наполнена ароматами восточной кухни. Здесь вы найдете и люля-кебаб, и шаурму, и традиционный пакистанский плов наси бирьяни, а также сможете выпить кофе по-арабски. Погуляв по рынку, мы решили заехать еще в одно знаковое место для современного Маската – Дом Королевской оперы. Строительство здания велось лично по декрету султана Кабуса. Проект постройки выполнен в полном соответствии с традициями и нормами современной оманской архитектуры. После завершения строительства здание было облицовано светлым камнем, добытым на ближайших каменоломнях, и полностью покрыто штукатуркой. В 2011 году Дом Королевской оперы открыл свой первый сезон. Ультрасовременный концертный зал стал воплощением самых передовых технологий. Здание театра занимает площадь более 8 гектаров. Помимо концертного зала на 1000 мест, в комплекс входят Центр искусств,
торгово-развлекательный центр и парковый ансамбль. Уже сейчас Оманский зал входит в число наиболее известных и престижных концертных площадок мира. Обычная жизнь в Омане не подразумевает следование лишь религиозным нормам. Современные развлечения и привычки здесь тоже в меру приветствуются. Ни для кого не секрет, что одно из важнейших развлечений арабов является шопинг. Именно поэтому здесь огромное количество моллов и торговых центров. И главное, что в них есть кондиционер. Ну что, пойдем? В Маскате построено множество современных торгово-развлекательных центров. Одним из главных увлечений среди местных жителей является дайвинг. И это неудивительно. В Омане большое количество морских курортов, которые по уровню интереса для профессиональных дайверов могут соперничать с Египтом и Мальдивами. Но один из главных символов современного Омана – это международный аэропорт Маската. Аэропорт является базовым для местной авиакомпании Oman Air, которая за последние годы довела свой уровень сервиса до премиального, а с 2008 года этот аэропорт начал реконструкцию своих терминалов. Сейчас это ультрасовременный аэропорт, напоминающий роскошный арабский дворец. Здесь множество магазинов и ресторанов, а пассажирам, путешествующим премиальными классами обслуживания, авиакомпания Oman Air предлагает провести время в невероятно удобном и просторном бизнес-зале, который больше напоминает совокупность гостиницы и шикарного ресторана. Если путешествие бизнес-классом, у вас длинный транзит и вы успели посмотреть город, то авиакомпания Oman Air предоставляет гостиницу при аэропорте. Пойдемте заселяться. Мне очень уютно. Поездка в Оман – это настоящее открытие. Здесь понимаешь, насколько удачна сама идея не просто внедрить высокие технологии и уровень сервиса, но и восстановить все богатство былых времен. Это одно из самых богатых и социальных государств мира, а по уровню безопасности Оман занимает 4-е место в мире. Звучит более чем заманчиво. Добро пожаловать в Оман!